Бывает, интернета просто нет, а поиграть во что-нибудь интересное хочется. Поэтому сегодня в видео ты найдешь десятку оффлайн игр без интернета для своего телефона или планшета. И всем привет, братюни-сестрюни, меня зовут как всегда Лайт. Ставь лайк, если осталось чуть-чуть интернета на телефоне, и комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку, и мы с тобой начинаем ролик. Игра, в которой мы сможем попробовать себя в роли средневекового рыцаря. Точнее, нам предстоит им стать после длительных тренировок, череды подвигов, сражений и всего прочего, что позволит показать всем, что главный герой достоин стать тем самым. Мир тут необычный. Помимо бандитов, будут еще и монстры. Так что мы сможем показать остроту меча, отточить навыки и найти себе доспехи. А также придется научиться управлять лошадью. В целом прикольно, поэтому советую поиграть. Лайт, передай привет, пожалуйста. Без проблем. Валерка, привет тебе. Крутые гонки, где нас ждет открытый мир, прикольная графика и полицейские погони. Ничего не напоминает? В игре множество режимов, например, дрифт-заезды, прохождение сложных трасс на время, драг-рейсинг и многое другое. Помимо авто нам доступны несколько вариантов мотоциклов, грузовиков и даже соревнования на вертолетах, что уже необычно. А мир игры будет постепенно увеличиваться по мере прохождения. А самое главное, мы сможем менять внешний вид, перекрашивать кузов, подбирать диски, устанавливать спойлеры, а также погружаться в параметры своего авто. Доступно огромное количество деталей, от выхлопных и тормозных систем до установки закиси азота. Все еще ничего не напоминает. К особенностям игры можно отнести открытый мир, гонки на машинах, мотоциклах и вертолетах. И да, она веет той самой ностальгией по НФС. Отличный фанатский порт игры Taps. Это не просто игра, это настоящая эпопея. Да, я говорю про фееричные битвы, где нас ждут не только эпичные, но и невероятно забавные сражения и физика. Но не забывайте, что здесь нужна не только сила, но и ум. Враги не будут просто стоять, они готовы к битве. Вам придется придумать свою стратегию, как Бэтмен, когда он планирует свои супергеройские подвиги. Вы точно не хотите, чтобы ваш соперник оказался хитрее и сильнее вас, верно? Также можно будет летать по локации с замедлением времени, и даже можно будет выбрать персонажа и поиграть отдельно за него, что очень даже прикольно. Мне понравилось. Это необычный шутер с видом от первого лица. Отправьтесь на выполнение самых опасных заданий и миссий. Уничтожайте на своем пути врагов, сражайтесь с боссами и получайте награды за успешное их выполнение. Вам предстоит работать в одиночку и брать на себя выполнение самых разных миссий. В начале каждой миссии вы будете получать задание, для выполнения которого необходимо будет уничтожить все преграды на своем пути. Задействуйте имеющийся арсенал оружия, постепенно прокачивайте его, разблокируйте новые виды вооружений. А в целом довольно прикольно, поэтому советую поиграть. Свобода действий, и все это происходит где-то в СНГ. Основная часть игры будет происходить за рулем машины. Однако, кто сказал, что нельзя пройтись пешком? И если повезет, забрать авто получше. И все-таки к особенностям игры можно отнести действительно большая карта, почти 10 квадратных километров, с пустынями и горами. В игре отменная физика автомобиля с повреждениями. Я бы сравнил ее с GTA 4, но не буду. Множество сложных миссий и более чем 50 машин, включая современные суперкары и советский КамАЗ, Жигули. Тут даже копейка есть. А еще лютый беспредел буквально везде. Поэтому всегда нужно быть начеку. Но мы с тобой двигаемся к следующей игре. РПГшка с открытым миром, где придется попробовать себя в роли умелого детектива и отправиться в мир Алиндо, путешествовать по красивым и загадочным локациям. Нас ждет увлекательное путешествие по миру, где солнце никогда не заходит, а планета поделена на два полушария, в одном из которых обитают люди, а другое наполнено самыми необычными существами. Вы будете путешествовать по новым землям, собирать воспоминания главного героя, разгадывать тайны природы и знакомиться с местной жизнью. Игровой процесс сочетает в себе пошаговые сражения и динамичные исследования локаций. К особенностям игры можно отнести красивый мир, большой выбор квестов и побочных заданий, интересная игровая механика и десятки героев с уникальным набором навыков.
полностью переработанный классический Hitman, в котором нам предстоит взять под контроль Лысого и заставить его выполнять задания. Не этого. Сюжет будет развиваться на 12 разных локациях, где у безымянного персонажа всего лишь одна цель – это устранить определенного человека любым доступным способом. Ему важно не оставлять свидетелей, а также стараться не мочить простых людей. Главный герой работает на тайное агентство, которое постепенно дает новые заказы. В процессе вы будете выполнять контракты, убирая плохих ребят, и делая это всеми доступными способами. Также разрабы значительно улучшили стелс. Игра своего рода ремейк, который должен порадовать всех старых фанатов. Она позволит вам провести время с интересом, постепенно погружаясь в необычную историю. И, кстати, братишка, не забывай подписаться на мой телеграм-канал. Там ты найдешь много интересного. Лайт, когда будут стримы? Братишка, я тут думаю сделать в ближайшую неделю на втором канале, так что можешь туда подписаться, чтобы не пропустить. Это игра, в которую наш космонавт сядет на одну из малоизвестных планет. Даже непонятно, был ли отправлен сигнал бедствия или нет. В любом случае необходимо готовиться к длительному пребыванию на этой планете. Благо, инструменты и базовый набор ресурсов обязательны для любого космического корабля. На первых порах хватит, а дальше вступит в дело сбор, добыча, крафт, строительство, исследования, а также схватки с аборигенами. Это бывшие колонисты, забытые всеми, одичали и теперь представляют опасность для любого космопутешественника. Поэтому всегда будьте начеку. Смысл игры заключается в том, чтобы выжить на неизведанной планете и построить убежище. Присутствуют 3 основных игровых режима, каждый из которых отличается сложностью и добавляет в игру некоторые особенности. Не забывайте, что главный герой в первую очередь является человеком, и нужно следить за его показателями: здоровье, усталость, чувство голода. Ищите место, где можно раздобыть воды, охотьтесь на диких животных, ну или просто рыбачьте. В целом довольно прикольно, поэтому советую поиграть. Это симулятор вождения разной тяжелой техники. Здесь вас ожидают поездки на дальние расстояния по довольно большой локации, где к тому же предстоит заниматься доставкой грузов или же ведением собственного бизнеса, отчего игра приобретает элементы симулятора жизни. Хотя местами это те же старые добрые дальнобойщики. Помнишь такую игру? И, кстати, она есть у меня в телеграм-канале. А тут зачастую нам понадобится проявлять все наши навыки водителя, так как управлять придется огромными грузовиками, фурами, внедорожниками и тракторами, а также зачастую перевозить прицеп. Задачу усложняют постоянно меняющиеся дороги, где иногда преодолеть определенный участок бывает очень даже трудно. Но за доставку такого груза мы наверняка получим неплохую оплату, которую можно будет потратить на приобретение нового транспорта. А еще можно будет попробовать пройти школу профессионального водителя, а реалистичная физика добавляет еще больше нюансов и деталей во время вождения, которые точно стоит учитывать. Это крутой платформер, проезжа, где можно будет поиграть за самого Соника, Тейлза, Наклза, Эми, оружие. А сюжет рассказывает о том, что злой доктор Эггман обнаружил древнее устройство, способное воплощать мечты в реальность. И нам придется пройти несколько запутанных миров Эггмана, чтобы сорвать его очередной план по захвату мира. Промчитесь по невероятным мирам, где можно будет бегать по стенам, менять гравитацию, ну и многое другое. Ваша задача — спасти друзей и сразиться с Эггманом за контроль над древним артефактом, который способен воплощать сны в реальность. Выполняйте задания, сражайтесь с боссами и находите статуэтки любимых персонажей для своей коллекции. К сожалению, игрушка доступна пока только на Apple девайсе, а на Android пока ждем. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Топовая MMORPG, и при этом является кроссплатформенной, выглядит и обещается прям шедевр. Поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк и подписывайся на канал. А также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока.